есть такая мысль, версия, якобы там Кадыров сказал, что вся нефть должна принадлежать чеченцам. Это говорили все. И он этими словами Америку не открывал. Это не ново. Вот. Мол, якобы из-за этого он сказал, и это России не понравилось, и они убили. Нет, это чушь. Это неправда. Не поэтому убили Кадырова. Он говорил то, что ему было дозволено говорить. Он не переходил границы. И все, что он мог сказать, это было делалось для того, чтобы как-то заработать какую-то симпатию от своего чеченского народа. Вот, мол, Кадыров сказал это, вот он правильно это сказал. Он сказал то, что ему разрешали говорить. И знаете, если человек предатель, он может потом стать и патриотом. Вот. А тут у Кадырова был свой выбор, он сделал свой выбор когда-то, и у него был один билет в один конец. И он ушел в этот конец. Кадыров, завершая эту тему, Кадыров не был предателем. Он был так же, как когда-то Мазлак Ушаев, этот же Кадыров был врагом чеченского народа, врагом религии нашей, врагом все, что произошло в нашей истории. Он честно прошел свой путь, отдал свою жизнь за Россию, называл Путина своим другом, который убивал чеченцев и который когда-то говорил: если надо будет, с Аллахом буду воевать. Вот. Поэтому, исходя из этого, Кадыров не являлся предателем, а был врагом чеченского народа. И более того, как я говорил, ему оценку дал, справедливую оценку дал президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов 10 октября 1999 года. İsmet Bey, İlye Bey, Sakbalı, Şeyin Satar, Dırış, Kıyıdor, Düşeşler, Sarıdiona, Sabıklı, Hakmış, Bir Bu Boş, Üç Liha Beş, Neh, Kepik, Kıyıdor, diyor, Siki da, Gulbeş, İmettek diyor, Şeydiyat diyor, Sakonul Beş, Mettek Lorisa, Yuh diye var, Nazirtovski rayon, Kurçalovski rayon, Gudrimyevski rayon, Sigahut, Dolsut, Vaynguşdu, Sigahtiyaçına yok yamırtloyu, bok teşenbiyak, bu ugri ktirme teşenbiyak, bu şunu halga ver, vay mufti. Он отстранил его от должности верховного муфтия и объявил его врагом чеченского народа.